Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Праздничный забег. В Грозненском ипподроме прошли скачки на большой летний приз. Лучшие жокеи поборолись за ценные призы. Масштабная поддержка. Акция, проводимая в священный месяц Зульхиджа региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, охватывает весь регион. Жители региона продолжают получать продовольственную помощь от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Будущие медики. Вот в такой аптекарской инсталляции они изучают внешний вид всех лекарств, чтобы получить практический опыт. В столице функционирует базовый медицинский колледж, который готовит специалистов среднего звена. Глава региона встретился с почетным президентом Азиатской бойцовской лиги Ахмат. Айбек Наринбаев передал памятный подарок от президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. Это уменьшенная копия центральной площади города Самарканд-Регистан. Место является главной достопримечательностью Узбекистана. Площадь существует уже более 600 лет. Часть ее построек сохранились в первозданном виде с 15 века. Также гость зачитал поздравительное письмо для Рамзана Кадырова от президента Республики Узбекистан в честь предстоящего мусульманского праздника Идаль-Адха. Как наш праздник? Всем от вас большой ассаламу алейкум, Мухаммад Али, большой вам ассаламу алейкум передал, попросил спросить, как вы, как ваше здоровье. Мы успели соскучиться вам за Ахмат. Все ли у нас понравилось? Не было никаких... Очень хорошо все было. Мы даже в вашей кухне, до сих пор он с нами. Спасибо большое. Мы всегда служим. Разрешите, наш президент отправил подарок к священному празднику. Это, как вы знаете, Регистан. Это украшение Центральной Азии и одна из величайших площадей мира, которая находится в старом Самарканде. И каждому, кто там посетил, кто мог прийти посмотреть, они всегда остаются воодушевлением, всегда не могут остаться без восторга. Это точно. Это вот 3 мадрасе, это первый напротив мадрасе Тиллакары, мадрасе Улугбека, мадрасе Шердор. И все в то время все хорошие, большие мероприятия проводились именно здесь. Принимали послов, все мероприятия проходило на этой площади. Это вот уникальный Регистан, вот наш президент хотел, чтобы вот он украшал вот здесь. Вот. Самое достойное место всегда будет здесь. Мне очень нравится стиль Узбекистана. Мы начали строить мечети в этом стиле. Узбекские строители, дизайнеры с нами работают. И все должны понимать, что религия не только в арабских странах, религии находится основа и в Узбекистане. Поэтому я всем говорю, что благодаря сегодняшнему президенту он открыл дверь для всех. Кто хочет познакомиться с религией, то обязательно должен посетить Узбекистан и поехать в Ташкент, Бухара, Самарканд. Тогда познавательная экскурсия будет для них. Я с удовольствием даже хочу посетить эти места каждый раз. Смотрю фотографии, видеоролики, которые я был там. И всегда смотрю, наблюдаю в соцсетях за президентом, как он работает. Он очень энергичный. Мы рады, что такой президент, мусульманин, так развивает государство. Спасибо, что такой великий человек уделил нам внимание. Рамзан Ахмадович, разрешите, я прочитаю поздравления нашего президента на русском языке. Его превосходительству главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Уважаемый Рамзан Ахматович, мне доставляет огромное удовольствие выразить вам сердечное поздравление и наилучшие пожелания по случаю
благословенного и священного праздника Ид аль-Адха, который вся мусульманская умма встречает сегодня с великой радостью и ликованием. В эти светлые праздничные дни, символизирующие крепкое братство и истинную дружбу, милосердие, щедрость и великодушие, я прошу Всевышнего даровать вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, а также мира, процветания и благоденствия дружественному чеченскому народу. С уважением, президент Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев. Для меня огромная честь, для меня дорогой подарок, дорогие слова. У меня поклон нашему президенту, всем братьям Узбекистана. Я буду ценить всю жизнь, и буду всегда занимать достойное место. Спасибо. Спасибо. В церемонии также участвовали узбекские бойцы, представляющие клуб «Ахмат». Глава региона чутко относится к нуждам спортсменов и всегда поощряет их достижения. Иван Захматович, я хотел вас поблагодарить. Мы получили ваш подарок от Абуза Жандаровича, машину нашему чемпиону, вашему чемпиону от Ахмат клуба. Нашему вручили, да, нашему. Вручили. Спасибо вам большое, Иван Захматович, за поддержку наших спортсменов. Мы сейчас будем активно всех клубов поддерживать, всех регионов, где находятся государства, и спортсмены будут получать достойные призы, поощрения. Спасибо. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает акцию по каждодневной раздаче продуктовых наборов. Такая помощь оказывается всем нуждающимся. О масштабной благотворительности подробнее Мадина Нуцалчиева. Акция, проводимая в священный месяц Зульхиджа региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, охватывает весь регион. Помощь уже дошла до таких районов, как Гудермесский, Веденский, Шалинский, Шелковской и многие-многие другие. Однако на этом этот длинный список не заканчивается. Акция прошла в станице Калиновская Наурского района. На один район приходится 2500 продуктовых наборов. С самого утра работники местной администрации фасуют куриц по пакетам. В один такой набор входит 2 птицы. Акция охватывает малоимущие и остро нуждающиеся семьи. Привозят продукты прямо на дом. Подобная помощь им оказывается регулярно. شش منعت باش حلوش مدو ديل يلشنا دوخ دال ответствовал дал обл саду шумасери. Несмотря на то, что поддержка оказывается часто, жители республики радуются как в первый раз. Всего в станице Калиновская роздано 424 курицы. Получили их 210 семей. Украина был Также в рамках акции малоимущим семьям, сиротам и семьям бойцов, погибших в специальной военной операции, раздали мясо крупного рогатого скота. Всего роздано 70 голов во всех районрегиона. За время существования фонда бесчетное количество семей в Чеченской Республике и далеко за ее пределами получили всестороннюю поддержку, будь то с продуктами или с жильем. Великодушие Аймани Несиевна не знает границ, и это чувствуют все, кому она помогла. Мадина Нуцалчиева, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На ипподроме Грозного собрались представители коневодческой индустрии и любители данного вида спорта, чтобы понаблюдать за яркими забегами чистокровных скакунов. Скачки проводились на большой летний приз и в честь Дня России. О победителях и призовом фонде расскажет Турб Лолита Исомов.
Летний сезон скачек продолжился на грузинском конно-спортивном комплексе имени Саидхусейна Закаева. В программу вошли розыгрыши кубков чемпионов и призовые фонды. Наездники выводят скакунов к месту старта, чтобы начать зрелищные гонки. Всего состоится 6 скачек. Среди участников традиционно выступают жеребцы, представляющие конно-спортивный клуб «Ахмат». Благодаря отменной подготовке они часто становятся первыми на самых разных престижных соревнованиях. С первых минут заезды радовали зрителей. Жокеев поддерживают официальные должностные лица субъекта. Мастер спорта международного класса Хамзат Улубаев в этот день победил сразу в 3 гонках. Первый раз на дистанции 2000 метров. На приз в честь праздника Ид-Аль-Адха со скакуном по кличке Ленд-Руж. Второй раз на дистанции 1200 метров. На приз Рос-Ипподромы с призовым фондом 800 тысяч рублей со скакуном Хорнет. А третий успех был завоеван в заезде на 1600 метров. На приз в честь Дня России. Скакуном был жеребец Red Head. Призовой фонд составил 2 миллиона рублей. В последнем награждение провел зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства Чеченской Республики Висхан Мацуев. Организация соревнований и прекрасное выступление представителей конно-спортивного клуба «Ахмат» стал большим праздником для всех присутствующих. Этот вид спорта популярен во всем мире, и в нашем субъекте для него созданы самые прекрасные условия. Кроме того, состоялись скачки в честь участников специальной военной операции с призовым фондом 1 миллион рублей. Награждение провел помощник главы Чеченской Республики, министр субъекта по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Заезд на приз реки Аргун, реки Кубань с фондом 400 тысяч и на приз аналогичный с общим вознаграждением 500 тысяч рублей. Все участники показали высокий класс. Они продолжат подготовку к следующим этапам, чтобы вновь порадовать любителей чистокровных пород лошадей, скачущих словно ветер. Турпал Али Тайсумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Чеченский базовый медицинский колледж выпускает опытных медиков для учреждений региона. На базе предлагаются 7 специальностей, которые студенты смогут осваивать. О деятельности СУЗа расскажет Валентина Гусевская. Врачебное дело всегда было самой благородной профессией. 16 июня все медработники отметят свой профессиональный праздник. Чтобы овладеть лечебными навыками и получить заветную специальность, современная молодежь отдает предпочтение лучшим учебным заведениям. Иман Газимагомадова выбрала Чеченский базовый медицинский колледж в Грозном. В этом году она заканчивает 3-й курс по направлению лечебное дело. Помимо учебы в колледже и практики в Республиканской детской клинической больнице, девушка готовится к участию в межрегиональном чемпионате в Уфе. Это конкурс тебя, это уже связано с моей профессией, то есть лечебное дело фельдшер. Мы там выполняем различные уже модули. Это оказание неотложной помощи, также оказание помощи при различных травмах, помощь пациентам, которые находятся на реабилитации, также проведение различных физикальных методов исследования, также это различные манипуляции, которые это может быть, например, внутримышечная инъекция, внутривенная инъекция. Подготавливаюсь в колледже, занимаюсь преподавателями, это Милана Тимуровна, Тамила Бадрудиновна, Элина Имдиевна, с ними занимаюсь каждый день. Я бы хотела связать свою дальнейшую жизнь с этой профессией. Это фельдшер, я очень хочу работать фельдшером, но дальше я уже пойду в другом направлении, это биохимический факультет, на биолога хочу пойти. В соседней аудитории идет усердная подготовка к государственным экзаменам и сдаче выпускных работ. Чтобы преподносить студентам актуальную информацию, преподаватели повышают свою квалификацию у профессионалов федерального уровня. Наше руководство делает очень многое для того, чтобы приобщить нас, чтобы мы могли более объемно охватить все направления деятельности. Как буквально месяц назад у нас состоялся такой открытый форум с привлечением ведущих специалистов здравоохранения, лечебно-профилактических учреждений нашей республики, представители Сенчинского института. Они проводили тренинговые занятия, мастер-класс по проведению
мероприятия относительно асептики, антисептики. Для разнообразия учебного процесса в колледж приглашают специалистов профильных учреждений. В этот раз для студентов прошел мастер-класс по медицинской помощи от представителей регионального отделения общественной организации «Российский Красный Крест». Точно передайте состояние пострадавших, чтобы нам подобрали правильную реанимацию. Литературу студенты берут в библиотеке. В случае отсутствия необходимых учебников преподавательский состав разработал собственный. В течение года они написали 5 пособий по отсутствующим материалам. Студенты медицинского колледжа имеют возможность познакомиться с медицинскими принадлежностями в специально оборудованных кабинетах. Например, на паре фармакологии вот в такой аптекарской инсталляции они изучают внешний вид всех лекарств, чтобы получить практический опыт. В этой же аудитории проходят занятия по фармакогнозии. Студенты на практике и с помощью лабораторных опытов изучают свойства лекарственного растительного сырья. Закладывай. Каждый год учебное заведение выпускает более 500 специалистов. Всего в колледже обучают по ряду специальностей на выбор: лечебное, акушерское, сестринское дело, фармация, лабораторная диагностика и ортопедическая стоматология. Здесь занимаются студенты медицинского колледжа зубные техники. Снимаем слепки, по этим слепкам отливаем модели, гипсовые модели, и по ним работаем, изготавливаем из проволоки, из пластика, разных ортодонтические аппараты, крючки различные, замки. 20 июня в Чеченском базовом медицинском колледже начнется приемная кампания. Благодаря содействию главы региона, а также куратору сферы здравоохранения, заместителю руководителя секретариата Хутмат Кадыровой и министру здравоохранения Адаму Алханову, учебное заведение начало новую веху развития. В аудиториях обновили мебель и освещение, поставили новые двери на 1-м этаже. Только на этом останавливаться не планируют. Мы заняли 8-е место в рейтинге России. Это внедрение регионального социального стандарта. Наша республика занялась среди всех субъектов. Это очень хороший результат. Наш министр Адам Русланович применяет свой опыт и получит знания именно в сфере здравоохранения. И помимо нашего колледжа, все медицинские организации тоже почувствовали все это. И все это идет на возрастающем уровне. Мы возвращаем нашему колледжу былую репутацию как беспристрастного, объективного и такого справедливого учебного заведения. С назначением нового куратора Хутмат Рамзановна наш колледж будет стремиться и дальше развиваться. Мы будем налаживать отношения. Нам обещали выделить оборудование, обновляем материально-техническую базу. Трудоустройство выпускников составляет 50%. Многие продолжают подготовку в высших учебных заведениях. По поручению министра здравоохранения с этого года выпускников Чеченского базового медицинского колледжа начинают готовить к первичной аккредитации для дальнейшей медицинской деятельности. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. У жителей и гостей субъекта есть возможность провести запоминающий отдых в парк-отеле «Голубое озеро» в Урдихое. На территории имеются модульные дома со всеми условиями, а также услуги для разнообразного досуга. Кроме этого, рядом с комплексом имеется ряд культурных объектов. Обо всем по порядку расскажет Медина Мударова. Голубое озеро. Под таким названием в селении Урдюхой распахнул свои двери парк-отель. Инициаторы постарались на славу. Здесь есть все для семейного отдыха. На открытие прибыли официальные лица. Заместитель руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Гайб Берсанукаев отметил важность подобных объектов для развития высокогорных районов и поделился первыми впечатлениями. Где-то год назад, но не больше, где-то правительство начали поступать проекты документов, связанные с переводом земельных участков в Шатуйском районе, оказывается, именно под этот объект. И я просто восхищен, что за столь короткий период удалось реализовать столь, на мой взгляд, масштабный проект и реализовать его с таким размахом, с таким качеством и с таким ювелирным, я бы сказал, отточенной такой четкостью. Я просто восхищен, у меня нет слова. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров оказывает огромную поддержку в социально-экономическом развитии региона и, в частности, в реализации программы развития горных территорий Чеченской Республики, отмечает глава администрации Шатойского муниципального района Руслан Акаев. Место преображается на глазах. Всесторонняя поддержка малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач, которые ставит глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Его усилием в регионе создан привлекательный слой для
притока инвестиций, что позволит значительно сократить безработицу, расширить потребительский сектор, насытить внутренний рынок товарами и услугами, повысить уровень жизни населения и туристическую привлекательность района. На сегодняшний день в рамках реализации программы развития горной территории в нашем районе на различных стадиях реализации находится 39 инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Совершив дуа, собравшиеся перерезали красную ленту. Теперь база отдыха официально открыта. Гости осмотрели территорию, на которой расположилось множество интересного досуга. Ресторан с открытой террасой, где можно вкусно пообедать, наслаждаясь природой. Также 15 беседок и 9 домиков, в которых есть все необходимое для всесезонного отдыха. Комфортное проживание обеспечивают спальные места, вешалки. Также есть собственная ванная комната с душевой кабиной. Также в каждом домике имеется своя кухня, телевизор и балкон с прекрасным видом на Голубое озеро. На территории парка отеля можно прогуляться по ухоженным тропинкам, отдохнуть в беседках, и это не все. Насладиться великолепным видом можно не только с берега. Для гостей есть уникальная возможность покататься как на катамаранах, так и на лодках. Это идеальный способ отдохнуть как физически, так и морально. Голубое озеро – изюминка этого места. О том, что оно в себе таит, рассказал управляющий парка отеля. Это Голубое озеро, водится там несколько видов рыб. Запустили новые рыбы. Это осетр, стерлиц. А так в основе там были толстолобики, белый амур, сазан и много других видов. Территория была выделена правительством региона для создания новых туристических объектов. На выбор инвестору предлагали несколько вариантов, но селение Урдюхой оказалось самым подходящим. Озеро – горная местность, о чем еще можно мечтать. В 2022 году, июне месяце, начали строительство этого объекта. Земельный участок принадлежал Минсельхозу. Также они помогли перевести его на нужды туристического объекта. Для любителей активного отдыха в скором времени организуют пешие и конные туристические походы. Для самых маленьких на территории появится игровая зона с каруселями, горками и другими развлечениями. Одним словом, отдых здесь на любой вкус. Жители и гости района уже успели оценить новый объект. Парк-отель создал уже 20 рабочих мест, но планируется расширение. Гостей ждет много нового. Открытие подобных инвестиционных проектов – это не только повод для празднования, но и еще один шаг вперед к развитию и процветанию Шатойского района. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Жители региона смогли познакомиться с пьесой испанского драматурга Федерико Гарсия Лорки через спектакль «Кровавая свадьба», который поставил режиссер Роман Мархолия при участии чеченских актеров, о чем пьеса узнавала Валентина Гусевская. В основе постановки «Кровавая свадьба» всемирно известная пьеса испанского драматурга Федерико Гарсии Лорки, которая прекрасно легла на чеченскую ментальность. Премьеру спектакля в Чеченском государственном драматическом театре имени Нурадилова посетили поклонники театрального искусства из числа жителей и гостей региона. Сам спектакль на чеченском языке, однако для удобства русскоговорящих зрителей здесь представлены наушники. В них идет синхронный перевод в режиме реального времени. Действие картины происходит в Испании начала 20 века. Здесь на сцене реальное переплелось с мистическим. Локации сменялись с каждым новым актом под будоражащую музыку. Реквизит органично дополнял реплики артистов. Этот год – год семьи. Этот спектакль приурочен году семьи, потому что нет ничего важнее семейных ценностей. Ничего важнее любви сына к матери, матери к сыну. Мы должны беречь друг друга, пока мы живем. Мы должны беречь своих родителей. Это тесто, это все ее муки, это все ее переживания, это все, что пережито. И это предощущение, то, что еще может быть с ней случится. Вот с самого первого кадра мы видим, что мать – это вселенная. Я играю роль невесты в этом спектакле. Для меня немножко необычная роль, потому что я привыкла в театре играть
такие роли спокойных девочек, да, то есть положительные, прям идеальных, хорошеньких девочек я привыкла играть, и вот поэтому как-то необычно было вот такого характера вот играть. Кровавая свадьба – это история о непобедимой любви и всепоглощающей страсти, столкновении традиций и человеческой природы, красоте и чести, искуплении и смерти. Новое оригинальное звучание постановки придали артисты театра и режиссер-постановщик Роман Мархалиа, который ранее на этой же сцене трудился над спектаклем «Отелло». Обычно есть пьесы, в которых либо мелодрама, либо комедия, либо трагедия. А эта пьеса соединяет в себе несколько жанров. Жанр мелодрамы, жанр драмы, трагедии и даже мистерии. И это сочинено великим поэтом. Тут не просто проза, тут стихи. Поэтический театр очень большая редкость. Мне кажется, это красиво. Мы репетировали 3 месяца, а около 30 актеров заняты. Да. Почти вся труппа. Все, спасибо. Заканчивается антракт, и режиссер спешит насладиться результатом 3-месячной работы, вырванной из пошлости сельской драмы и поднятой до высот мистерии. Художник-постановщик Владимир Ковальчук, который сотрудничает с режиссером почти 20 лет, создал на сцене минималистичное, но наполненное смыслами полотно. Замысел удался, так что я очень благодарен и Ченскому театру, и ребятам, которые работали со мной в постановочной команде. Все эти технологические вещи новые, они непросты. Они непросты вообще даже довольно для столичных театров. Потому что я шел на максимум, и я думаю, на 75% моего замысла я осуществил. Каждый остался под ярким впечатлением от постановки и артистического состава. Жизнь полна трагедий, и, к сожалению, это реальность. Нет, не пугает, но жизнь такова. Грустная история, но как есть. Хава Ахмадова, как актриса, всегда нравилась она ее с юности. И рада, что я сегодня пришла. И были вот на прошлый раз. Очень нравится. По достоинству оценили картину коллеги из других театров Грозного. Большое такое театральное событие в мире театральном Чеченской Республики. Мне очень понравился спектакль, я с большим удовольствием его смотрел. Все очень чудесно, все чудесные, костюмы шикарные, и решения какие-то очень замечательные. Также я наблюдаю за зрителями, с каким восторгом и они смотрят спектакль. Захватывает зрелищно. Трагедия «Кровавая свадьба» превзошла все ожидания. Зал рукоплескал стоя. Показы спектакля состоятся также 15 и 19 июня. Валентина Гусевская, Сайдамин Мусаев, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.